как старались быть великие ученые, великие салафы, такими соседями. Этот рассказ, который я сейчас расскажу, это все знают. Но я еще раз расскажу этот рассказ, потому что очень красивый рассказ, и в котором есть большое значение, большой смысл. Во время Абу Ханифа, ради Аллаху та'аля ан, Абу Ханифа мы знаем, какой человек был. Основатель одного мазхаба из 4 мазхабов. Этот человек, когда шел однажды в мечеть, женщины сидели у скамьи, на скамье сидели и сказали: вот идет человек, который всю ночь оживляет. А до этого он всю ночь не оживлял. Он ложился, вставал, делал тахаджуд, опять ложился. Когда он услышал слова этих женщин, чтобы оправдать эти слова, чтобы эти слова не оказались лживыми, с той ночи он завернул свой постель, сказал: твоя работа уже завершена. И после этого не спал. Дремал, просто сидел. Ночным омовением делал утренний намаз. Вот такой человек был Абу Ханифа. Очень много историй, манакибов есть про Абу Ханифа, если будем говорить. Вот именно про соседа я расскажу. И у него сосед был один. Постоянно любил выпивать. Он был сам сапожником. Ходил днем, работал, и ему не нравилась своя профессия. И когда возвращался, на то, что он зарабатывал, покупал или мясо, или рыба. Варил, и также и вино тоже покупал. Варил мясо, рыбу тоже варил, пил. И когда уже у него, как говорится, вот это как называется? Акл, да. Когда у него терялся аклу, когда до кондиции, когда доходил он начинал петь разные песни. Очень часто он пел такую песню, такое стихотворение, скажем так. «Ада'уни, ва айю фатан ада'у, лияуми карихатин ва садади фугари». Вот так пел, говорит. «Ада'уни», они погубили меня. Ну, пьяный человек. Всегда же бывает пьяный человек, он всегда жалуется. Приходит сюда пьяный, вот я вам пример приведу. Пьяный, он приходит и говорит: я хочу молиться. Дайте мне молиться место. Я им говорю: завтра приходи, на трезвую голову. Завтра уже его не видно. И этот тоже после пьянки, погубили они меня, эти люди меня погубили, кричал, говорит. «Уайю фатан адау», какой же я хороший молодой парень, который они погубили, бросили, оставили меня. Лияуми карихати, трудное время, которое я мог им оказать мог бы помощь. И также защитить их границы от врага. Но они меня погубили. Не уважают они меня, как сегодня говорят. Вот так он пел. А это стихотворение откуда взято? Это стихотворение взято оттуда. Во время Усмана Асхаба, радийаллаху, его правнук вроде бы, да? Правнук, кажется, был. Он пел это стихотворение, вот длинное стихотворение, это часть стихотворения. Когда его посадили, обвинив в том, что он не совершал, и в тюрьму посадили его. Но это другая история. Об этом мы потом поговорим, иншаллах. И то есть Абу Ханифа, радийаллаху анху, молился ночью, а этот пел. Постоянно он, когда молился, мешало ему пел. И один раз начинает молиться, ночью нету. Ни голосов нету, ни пений нету, ничего нету. На следующий день тоже нету. На третий день тоже нету. Когда он спрашивает своих детей, жену спрашивает: а где наш сосед? Почему он не поет? Неужели справился? Они говорят: алхамдулиллах, его же забрали, говорит. Он, оказывается, по пьянке избил одного человека, по одной версии. Избил одного человека, его забрали. Алхамдулиллах, сейчас мы спокойны. И мы что сделали бы? Мы сами. Мы сделали бы: алхамдулиллах, наконец-то. Даже до этого, если бы такой сосед был бы у нас, мы постоянно заявление писали бы: забирайте его. Звонили бы 02, этот пьянчуга алкаш не дает нам спать. Абу Ханифа что сделал? Совершил утренний намаз, оделся и собирается выходить. И жена, дети останавливают: куда идешь, эй, Ну'ман? Иду, говорит, к амиру, к мэру иду, говорит. Что случилось? Я хочу заступиться за своего соседа. Как заступиться? Вы же наоборот рады, что его нету. Сейчас что ты хочешь сделать? Вернуть, что ли, хочешь его? И
он отвечает, есть же хак, который нас Аллах Та'ала обязал, хак соседа. Перед Аллахом я что скажу на том свете? И он пошел заступаться. Сел на свой мул. Как только он сел на свой мул, уже донесли до мэра, что к ним направляется Ну'ман. А этот мэр, он-то знает. Просто так, чтобы просить там клочок земли, не придет к нему Ну'ман. Или за какой-то там мирской не придет. Он тоже думает, за что же Ну'ман направляется ко мне. И сказал своим предводителям, вернее своим рабочим, или как там говорят, вазирам, когда он зайдет во дворец, пусть не слезая прямо на муле поднимется ко мне. То есть по ковру пусть на своем муле приблизится ко мне, туда поднимется. И точно так же он сказали ему, не слезай, давай дальше иди. И когда он приблизился к этому амиру, к этому халифу, амир поднялся, обнял его, на свое место его посадил. И спрашивал, я Ну'ман, что побудило тебя прийти ко мне? Он говорит, Аллах, у меня был такой сосед был немножко неспокойный. И вот я слышал, что вы его посадили, за драку посадили. И если можно было бы его отпустить, я пришел за него заступаться. Тогда этот амир говорит, этот мэр говорит, из-за твоего хюрмата. С того дня, как его посадили, до сегодня, до этого часа, других, которые посадили вместе с ним, всех я освобождаю. И Ну'ман подождал, пока его освободят. На свой мул его посадил, держит уздечку и поворачивается и говорит, эй, сосед, говорит, атарана абанак, ты видишь, что мы тебя губим? Неужели мы тебя губим? Оборачивается. Он же кричал там, меня губят, меня там унижают там и так далее. Тогда он заплакал, обнял, и по одной версии стал один из лучших мутаалимов Ну'мана, то есть Абу Ханифа, радийаллаху та'ала. Вот такой рассказ рассказывается в книгах. Почему это Абу Ханифа сделал? Из-за того, что он его любил сильно. Он, наверное, рад был не слышать его пение. Однако он сделал это из-за чего? Из-за того, что Аллах, Джалла ва Аля, из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи, требует. И это стало причиной того, что этот человек исправился. Если мы сегодня точно так же поступим по отношению к своим соседям, если они плохое что-то сделают, мы это с хорошей стороны ответим, иншаллах, Аллах Та'ала их направит. Потому что направление хидай же Аллах дает. Хоть мы килограмм золота отдадим соседу или кому-то, если он от Аллаха направление не получит, мы не можем его направить. Только Аллах Та'ала направляет, если мы